Что ж, начинаем. Так, у нас очередной урок. Сегодня мы поговорим про технологию Grid, которая позволяет нам очень эффективно, быстро создавать сетку, строить сетки сайтов. Мы до этого уже рассматривали, получается, технологию Flex. Она тоже хорошая, но Flex, Grid, точнее, лучше. Не то чтобы лучше, у каждого свое применение, но с помощью технологии Grid мы можем создавать двухмерные сетки. С помощью Flex, получается, у нас сетка просто одномерная, она идет в одном направлении только. А Grid, с помощью гридов мы уже можем определять различные ячейки, строить колонки сайта и очень эффективно управлять этой сеткой. И поэтому это очень важная тема сегодняшняя, поэтому будьте внимательны, записывайте, конспектируйте и поехали. Так, как будут проходить сегодня наш урок? Сперва мы для имитации нашей сетки сперва создадим просто несколько блоков. Там первый блок родитель, это у нас будет, например, wrapper, и внутри будет несколько дивов. Ну, создам, например, 9 штук. Так, подождите, 9, и внутри каждого будет нумерация. Вот. Ну, по стандарту создаем CSS файл. И подключаем этот CSS документ. Определяем какие-то базовые просто стили. Например, переопределяем box sizing, border box. Так, что еще у нас будет? У нас есть вот родитель, wrapper, который оборачивает все наши элементы. Поэтому не для wrapper, а для внутренних дивов. Так, если мы сейчас посмотрим это все в браузере, у нас будут только номера, которые вложены внутри наших дивов. Поэтому для демонстрации просто добавим некоторые стили. Возьмем наш wrapper и все его дивы, внутри которые лежат в нем, можно даже вот так написать. Ну, вот так пойдет. Так, wrapper. Так, давайте выключим. Так, все. Дальше. Какие у нас будут стили для дивов? Во-первых, добавим паддинги со всех сторон, например, 10 пикселей сверху, снизу, по бокам 15 пикселей. Background color добавим, например, фуксия. Добавим границу. Так, скажем, text align center. Белый цвет. Font size, например, 25 пикселей. Так, почему у нас не применилось background color? Вот.
Вот наши колонки. Сейчас они по умолчанию просто занимают всю ширину и идут цепочкой вниз. Мы раньше делали, например, брали родитель всех этих элементов, допустим, в wrapper, и писали display flex. И они вот так выстраивались. Теперь мы сегодня, как я уже говорил, мы сегодня будем рассматривать grid технологию и как grid технология начинается. Определение grid лейаута. Мы также используем свойство display, но только вместо flex напишем grid. Все это пишем, ничего у нас не меняется. Потому что grid работает чуть-чуть по-другому. И после того, как мы определили display grid, мы должны указать, из скольких колонок и из скольких строк состоит наша сетка. Колонки определяются с помощью свойства grid template columns. И здесь мы указываем, сколько будет у наших колонок. Вот можем определять размеры. То есть первая колонка, например, 150 пикселей, вторая колонка, допустим, тоже 150, и третья колонка тоже будет 150 пикселей. После этого смотрим, наши элементы, получается, уже выстроились по другой раскладке. Это 150, то есть я сейчас определил 3 колонки, каждая по 150 пикселей. И все эти дивы начали выстраиваться в 3 колонки, и дальше все продолжается. Заметьте, display grid надо обязательно прописывать для родителя. Вот у нас есть дивы, и у них есть родитель, wrapper. Как раз этому родителю мы прописываем display grid. Вот. Теперь наш wrapper становится сеткой. Display grid, template columns определили, получается, колонки. Теперь как можно определять ряды? Колонки — это то, что идет по вертикали, да, вот 3 колонки. Как определять теперь ряды? Grid template rows. И, допустим, скажем, у нас будет 3 ряда, каждая по 100 пикселей. Здесь и здесь. Вот теперь у нас есть 3 ряда. Это первый ряд, который занимает 100 пикселей в высоту, второй ряд 100 пикселей в высоту и третий ряд 100 пикселей в высоту. Вот так, получается, мы сейчас можем уже выстраивать элементы, которые изначально идут сверху вниз, друг за дружкой. Вот взяли эти элементы и выстроили вот такую трехколоночную структуру. Если сейчас посмотреть на нашу верстку, то наши колонки, они прилипли, да? То есть здесь нету как бы отступов между ними. И мы можем задавать отступы свойством grid column gap. Grid column gap, и можем написать, например, 50 пикселей. И эти 50 пикселей добавляются между нашими колонками. То есть по наружным краям они не добавляются, только по внутренним колонкам, между колонками. Также мы можем добавлять отступы по рядам. Сейчас мы разделили колонки. Ну, допустим, как можно разделить ряды? Ряды тоже можно разделить с помощью свойства grid row gap. Тоже, например, добавим 50 пикселей. И вот наши ряды разделились. Это добавили отступ. Так, есть сокращенная версия написания вот этих отступов. Вот здесь сейчас я закомментирую. Убеждаемся, отступы исчезли. И как написать сокращенный вариант? Сокращенный вариант просто мы пишем grid gap.
И дальше указываем, например, 50 пикселей в высоту, то есть между колонками, 50 пикселей там между рядами. Смотрим, вот наши элементы. Допустим, вот здесь, когда я написал два компонента, как узнать, какой компонент за что отвечает? Вот поменяем первый компонент на 15 пикселей. Смотрим первый компонент и видим, что этот первый компонент отвечает за отступ между рядами, а второй компонент отвечает за отступ между колонками. Вот добавили, увеличилось. Мы можем вот так, получается, определять коротко отступы между рядами и колонками. Мы можем просто написать, например, одно число 15 пикселей. И тогда это будет означать, что между рядами и между колонками будет одинаковое расстояние, то есть 15 пикселей. Так, дальше. Когда мы определяли ширину колонок и высоту строк, мы здесь указывали чисто абсолютные значения. Пиксели, да? 150 пикселей и так далее. Но есть другой вариант указания размеров. И эти размеры, они называются фракциями. Фракция – это нечто целое, то есть берем, например, wrapper и делим его на какие-то фракции. Да? То есть wrapper у нас одно целое. А фракция – это сколько частей будет занимать определенная колонка внутри этой сетки. И можем написать, например, 1fr, 1fr, 1fr. И получается, я сейчас говорю в wrapper сетки, да? Каждая колонка будет занимать одну часть из доступной ширины wrapper. Смотрим, и наши колонки растянулись. То есть мы берем как бы wrapper сейчас у нас по умолчанию стоит, у него никаких размеров нету, да? Ему никаких размеров не прописывали, и поэтому wrapper сейчас он встанет на всю ширину, то есть 100%. И мы говорим, wrapper поделись на 3 и отдай каждую часть каждой колонки. Если, допустим, я здесь добавлю еще одну колонку, пускай он тоже будет, например, занимать одну фракцию, то наша колонка поделится на 4. То есть сетка станет у нас четырехколоночная, и каждой колонке будет отдана одна часть из сетки. Вот. Теперь попробуем, например, поменять значение вот этих. Можно не только указывать в фракциях, а можно комбинировать. Допустим, я хочу первая колонка, чтобы она была шириной 250 пикселей. Я говорю, первая колонка будет шириной 250 пикселей, вторая колонка возьмет одну фракцию, третья колонка одну фракцию. Смотрим, и вот то, что я хотел. Первая колонка 250, вторая одна фракция, одна фракция. То есть как рассчитывается в этом случае размеры? Мы берем целый размер wrapper и из них отдаем первой колонке 250 пикселей. И остается какая-то часть. И эта какая-то часть будет занимать столько, сколько ему прописывали. То есть первая будет брать одну фракцию, одну часть, вторая еще одну часть. Так. Для высоты точно так же это и будет работать. Допустим, у нас 3 колонки, скажем, 1fr, 1fr, 1fr. Они вот так станут. Но высоту, конечно, мы не будем фиксировать. Это сейчас только для демонстрации, чтобы мы видели, как наши элементы располагаются, чтобы здесь больше было наглядности. Здесь высота должна как бы выстраиваться исходя из контента, да? Чтобы там больше было контента. Я сейчас просто зафиксировал 100 пикселей. Если я добавлю в какой-то блок больше текста, там, например, на 500 слов,
Как видите, высота получается фиксирована, влезает только тот контент, который вылезает, а все остальное становится невидным. То есть контент остальной просто вылезает за рамки. И поэтому высоту никогда мы не будем фиксировать. Ну, в исключительных целях будем фиксировать, а сейчас вот высота просто для демонстрации, чтобы мы видели. Теперь, когда мы определяем колонки, давайте вот здесь вернем, например, одну фракцию. Мы как бы повторяем наш код. Как мы определяем колонки или там ряды? Я пишу 1fr, 1fr, 1fr. То есть 3 раза повторил 1fr. И для улучшения такого кода, если у нас что-то очень много повторяется, у нас есть функция repeat. Вот я сейчас эту строчку закомментирую и напишу следующую ситуацию, следующий код. Я также определяю grid template columns, колонки. Но здесь я стираю все fr и воспользуюсь функцией repeat. Repeat. И здесь я могу уже указывать первое значение. Это сколько колонок я хочу. Например, сколько раз повторять. Слово repeat означает повторять. Да? Функция repeat что-то повторяет. И я хочу повторить 3 раза по одному fr. Смотрим, мы получаем тот же результат. У нас код стал более чище и более понятнее, чем вот повторение 1fr, 1fr. Представьте, если здесь 5 колонок, мы этот 1fr будем повторять 5 раз. И именно для таких случаев, чтобы сократить код, придумали функцию repeat. Repeat можно также и использовать для колонок. Repeat, там у нас 3 ряда повторяются по 100 пикселей. Мы получаем тот же результат. Вот так, получается, мы можем сокращать наш код. Так, теперь попробуем сделать такой более сложный повтор использования этой функции. Так, вот здесь, например, сейчас я раскомментирую и напишу вот такую структуру. Допустим, я определяю какую-то колонку, где первая колонка будет занимать 100 пикселей, вторая колонка 200 пикселей, потом третья будет 100 пикселей и четвертая колонка будет, например, 200 пикселей. Какой паттерн можно из этого извлечь? Получается, у нас 2 раза повторяется 100, 2 раза повторяется 200. И как это теперь описать с помощью функции repeat? Я обратно, так, вот здесь пока закомментирую. Смотрим, вот мы получили 4 колонки. И как вот эту структуру сейчас, более сложную структуру, описать с помощью grid template columns и с помощью функции repeat. Что мне сейчас нужно описать? Я хочу, чтобы повторялось 2 раза по 100 пикселей и также 200 пикселей. Вот это получается так, не для rows, а для columns мы это описываем. 2 ряда, 2 раза, 100 пикселей и 200 пикселей. Вот этот код аналогичен вот этому. То есть у нас есть сложная структура, сложные как бы элементы, колонки. Они идут не по порядку, да, как в предыдущий раз 1fr, 1fr, 1fr и повторяться. И получается мы вот так описываем более сложную структуру. Вот ничего не поменялось, это все абсолютно работает. Вот здесь получается с функцией repeat можно делать как бы что угодно. Я хочу, например, был 1fr или там, допустим, 200 пикселей первая колонка, потом пишу repeat и здесь хочу, например, 3 раза повторить по одному fr. И вот получается первый ряд, где у нас 200 пикселей,
потом повторяется 3 раза по одному эфиру. Первый, второй, третий раз. И эти повторы точно так же можно использовать и для grid rows. Так, теперь давайте посмотрим другую ситуацию. Определяю grid template columns. Какая у нас будет колонка? У нас будет 4 колонки, то есть repeat 4 раза по 100 пикселей. Вот мы получили. И давайте рассмотрим такую ситуацию, где вот первая колонка была бы, например, резиновой и меняла свой размер от 100, например, до 500 пикселей. В зависимости от того, сколько там здесь размера, да, сколько у него места. Если он может, пускай растягивается до 100 пикселей, до 500 пикселей, а как минимум меньше 100 он не становился. И как это теперь сделать? Получается, вот сейчас вот это убираю и возвращаю обратно на 100 пикселей, 100 пикселей, 100 пикселей и последняя колонка 100 пикселей. Хочу, чтобы первая колонка была резиновой от 100 до 500. И для первой колонки я могу использовать функцию min-max. Min-max, и здесь я описываю минимальное значение, первое значение. То есть я ему говорю, минимально ты будешь 100 пикселей, ставлю запятую, а максимально ты можешь растягиваться до 500 пикселей. Остальные колонки будут по 100 пикселей, или даже давайте можем описать вот такую 1FR, 1FR, 1FR. Вот, первая колонка у нас сейчас занимает 500 пикселей, то есть ему места хватает, чтобы он растянулся до 500 пикселей. Если мы возьмем сейчас Developer Tools, включим Responsibility, и если мы начнем сужать, смотрите, наш элемент, первый элемент с 500 начал сужаться. Сужается, сужается, и до 100 только доходит, и дальше уже ничего не сужается. И он как бы получается вот таким резиновым. С помощью min-max, получается, мы можем определять вот минимально и максимально, что он может принимать. Сейчас, так, min-max, получается, можно даже использовать и для рядов. Допустим, как сделаем? Grid template rows, скажем. И будет, пускай, например, первый ряд будет от 100 пикселей минимум и может растягиваться до 250 пикселей. Потом у нас будут остальные ряды 100 пикселей, 100 пикселей. Смотрим. Сейчас мы смотрим, ничего не меняется. Почему? Потому что мы должны как-то добавить контента. То есть мы первому ряду сказали, ты минимум будешь 100 пикселей, но можешь расти до 250 пикселей. Первый ряд берем и сюда можем добавить чуть-чуть контента. Посмотрим, хватит этого. Вот ему хватает. Еще он растягивается. Добавим еще. Еще. Так, ну, чтобы покрыл 500. Так, сколько там? 250. Вот он растет. Растет, растет. И смотрите, вот эти элементы рядом стоящие, они тоже будут расти.
по умолчанию. Так, дальше что мы сейчас опишем? Так. Так, min-max 100 пикселей, 250. Вообще, когда мы будем указывать высоту, желательно min-max использовать, ну, как бы рекомендуется, или если min-max используется для высоты, лучше здесь использовать второе значение, auto. Мы говорим, минимум ты будешь 500 пикселей, а высота будет автоматически. Сейчас это должно сработать. Попробуем здесь. Так, почему это не сработало? Ну-ка еще раз проверим. Так, 1FR, min-max. Вот здесь, да. Из-за этого не сработало. Вот давайте попробуем теперь добавить lorem 500. Вот то, что я хотел вам показать. Мы разрешили ему быть минимум 100 пикселей, но указали, что он максимум может быть, первый ряд может быть 150 пикселей. И контент вылезает, то, что не вылезает, уже остальное выпадает. И для таких случаев вот рекомендуется использовать значение auto. Пишем auto, и весь контент наш уже помещается внутри. Так. Теперь возвращаем наш элемент обратно. Давайте определим сейчас вот такую сетку. Так, repeat 4 раза по одному FR. Вот мы сделали 4 колонки. Смотрим, как сейчас устроено направление нашего контента. Направление контента у нас идет сейчас по рядам. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. То есть слева направо, как нам удобно читать, да? Книгу же читаем слева направо. Вот точно так же и весь контент выстраивается по рядам, слева направо. Но это направление, получается, мы можем менять как нам угодно. Как это меняется? Меняется это свойством grid autoflow. Grid autoflow. И по умолчанию здесь стоит row. Вот я прописал row, ничего не изменилось. 1, 2, 3, 4 так и идет. И мы, меняя значение grid autoflow на другие значения, мы можем получать другую раскладку, другое направление контента. Могу написать колонн. Смотрим. И сейчас у нас выстроилось, не то чтобы не выстроилось, все колонки пошли вот так. Но чтобы посмотреть более подробно, как работает grid autoflow колонн, мы сейчас должны определить ряды. Потому что у нас сейчас нету рядов, мы просто определили колонки, да? Получается, я сейчас определю вот такие ряды. Grid template rows. И скажем, например, первый ряд будет 100, второй ряд будет 100, третий ряд будет 100. Вот, ряды мы определили, и дальше как идет у нас направление контента. Сейчас уже направление колонка с рядов поменялось на колонки. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и так далее.
То есть мы определили три ряда, и этот контент выстраивается по этим 3 рядам. Допустим, скажем, у нас будет только 2 колонки. 100, 100. Выстраиваем, и вот наш контент выстраивается, как это прописано для рядов. 1, 2, 3, 4 и так далее. Теперь посмотрим другую ситуацию. Определим, например, другие колонки. Скажем, repeat 3 раза по 200 пикселей. Вот мы выстроили. Скажем, у нас будет другой ряд. Сейчас смотрите, как сейчас выстроился элемент. Я не определил ряды, только определил колонки. И все идут, все как положено. То есть следующие элементы, вот первый ряд у нас получается только первые колонки, они выстроились, и элементы пошли по этой сетке. Что будет, если я, например, определяю какие-то ряды? Там, скажу grid template rows и говорю, будет только 2 ряда по 100 пикселей. И первые 2 ряда у нас получается высота 100 пикселей. И вот тут элементы, которые не поместились в этот ряд, то есть у нас только 2 ряда, они вышли за рамки нашей сетки, и здесь появляется такая так называемая неявная сетка. Что такое неявная сетка, а что такое явная сетка? Явная сетка – это то, что я определяю в CSS. То есть я говорю, колонок будет 3, строк будет 2. Это явная сетка. А когда вот здесь, получается, у меня сетка сейчас как состоит? Он состоит из 3 колонок, и сюда помещается, вот в эту сетку помещается 6 элементов. А у меня 9 элементов. И следующие 3, они просто сюда не помещаются, и вот здесь, после завершения явной сетки, начинает выстраиваться неявная сетка. Если я сюда возьму, добавлю еще, например, 3 элемента, 10, 11, 12 элемент, они начинают выстраиваться по вот этой неявной сетке. А я хочу, например, чтобы все элементы попадали под вот такую сетку. Как теперь их описать? Вот получается, у меня есть явные ряды, и как теперь описать неявные ряды? Как они должны быть? Я описал вот явную сетку, сказал 2 ряда по 100 пикселей. И для неявных рядов мы можем описать grid auto rows и сказать, они тоже будут там по 100 пикселей. И вот эти элементы, которые сейчас выползали из явной сетки, начинали строить неявную сетку, они сейчас уже начинают как бы быть похожими на элементы, которые находятся внутри явной сетки. То есть они тоже приняли высоту 100 пикселей. Так, есть у нас такая же ситуация, например, с колонками. Но чтобы посмотреть, как работают колонки, нам чуть-чуть надо изменить нашу сетку. Так, по 100 пикселей, auto rows по 100 пикселей тоже будет. И здесь, допустим, опишем grid auto rows 200 пикселей. И поменяем направление, сказав autoflow колонка.
Вот у нас теперь два ряда, но колонок как бы у нас только должно быть три колонки. Но поскольку мы уже поменяли направление потока, да, то все вот эти элементы, вот у нас есть три колонки. Это явные, а вот эти уже неявные. И как в этом убедиться? Я вот здесь сейчас закомментирую строчку Grid Auto Columns 200 пикселей. Они начинают быть чуть шире. То есть они сейчас не попадают под явную сетку. И чтобы они попадали под явную сетку, мы им тоже говорим, автоколонки, которые появляются после сетки, явной сетки, они тоже будут 200 пикселей, как это описано в явной сетке. И они все принимают по 200 пикселей. Теперь, как сделать автоматические колонки? Или autofill, или autofit. Есть такие у нас свойства в гридах. Определим чуть другую сетку для этого. У нас будет 6 колонок и, скажем, по 400 пикселей. Так, все идут. Дальше что мы пропишем? Columns repeat прописали. Сейчас все, получается, не вылезает. Все это не вылезает. И мы здесь воспользуемся свойством. Вот здесь убираю 6 раз повтора. Вместо него ставлю значение autofill. И смотрите, то, что не влезало, вот эти элементы, они уходили на правый край, да? Они сейчас уже вылезают в размер окна. То есть размер окна у меня сейчас может поместить 3 колонки, и эти элементы выстраиваются в 3 колонки. Если размера станет больше экрана, вот увеличиваю, сейчас уже 4. Увеличиваю. И вот максимум увеличиваю 1, 2, 3, 4, 5, 6. И дальше уже столько как бы помещается экран. Сужаю экран, уже элементы начинают выстраиваться так, как сколько места хватает для одной колонки. Да? Это удобно именно для мобильной версии. То есть, допустим, скажем, если экран помещается, то будет 3 колонки. Экрана становится меньше, у нас будет 2 колонки и так далее. На самых маленьких экранах, например, на планшетах у нас будет, например, одноколоночная. Да? Вот для таких случаев мы пользуемся аутофилом. Говорим autofill, и элементы начинают помещаться внутри и переноситься, вдруг, если там места не хватает. Так, есть еще значение autofit. Если я сейчас его напишу вот здесь, мы практически ничего не увидим. Элементы также выстраиваются в ряд, пока экран разрешение не позволяет, да? А когда начинает уже сужаться, они тоже как бы сужаются. И никакой разницы нет. Чтобы посмотреть autofill и autofit, как они работают, мы слегка чуть-чуть изменим вообще разметку. Так, первый у нас будет wrapper. Вот здесь сделаю, например, H2 autofill. И такая же разметка у нас будет, только для H2. Скажем, это будет autofit. И здесь поменяем класс на wrapper 2. Теперь, так, смотрим. И сюда тоже, получается, нужно применить стили от этих.
элементов wrapper 2 div. Вот. Здесь мы оставляем autofill для wrapper. А для wrapper 2 мы сейчас зададим display grid template columns. Так, repeat пропишем. И здесь не будет не fill, а fit. И вот здесь уже будет другая ситуация. Мы воспользуемся min-max и скажем, минимум будет 50 пикселей, а максимум будет 1 FR. И смотрите, как сейчас элементы выстроились. Так, grid gap еще не забыли добавить, да? Давайте еще grid gap добавим. Grid gap, например, также 15 пикселей. Вот. Как работает autofit и autofill. Мы сужаем, эти элементы выстроились. Сужаем, сужаем, а этот не хочет. Но в какой-то момент он уже начинает выстраиваться. Смотрите, в чем разница autofill и autofit. Первый элемент, он говорит, autofill, он будет автоматически полностью заполнять. А autofit, он будет стараться сюда помещать больше элементов. То есть autofill работает так, как мы описывали это в колонках. Если место не позволяет, то эти элементы начинают уходить вниз. А когда мы пишем autofit, свойство autofit, он старается как можно больше элементов вместить в одном ряду. А перенос, он работает как обычно, как у autofit. Элементы становятся меньше, то есть сейчас размеров хватает. Autofill не хватило, он поэтому перенесся и стал двухколоночным. Autofit пока места хватает, потому что мы сказали, минимум ты будешь, сколько там, 50 пикселей и максимум будешь 1 FR. Вот, еще раз перенес. Пока autofit тоже хватает места. И в какой-то момент, когда мы доходим до порога 50 пикселей минимального, да, элементы уже не могут быть уже, и поэтому они начинают переноситься. Вот такая разница работы autofill и autofit. Так, что еще нам важно знать в гридах? Гриды, я говорил, они многомерные. И в гридах есть такое понятие линия сетки. Вот мы сейчас выстраивали примерно вот такую, до этого, да, вот такую схему. Трехколоночный, там 2 ряда или 3 ряда. И как только мы создаем сетку, грид, у них есть линии. И эти линии идут по вертикали и по горизонтали. Вот в данном случае в двухколоночной системе, трехколоночной, но двухрядовой системе у нас есть вот такие линии. По горизонтали у нас идет первая линия по верхнему краю сетки. Потом между колонками есть вторая линия. И там третья линия, которая завершает наши ряды. И по колонкам то же самое. У нас есть первая линия, где начинается колонка, вторая линия, третья линия и четвертая линия. То есть чем больше колонок, тем больше линий и линий по колонкам и по горизонтали, по вертикали они будут добавляться.
И получается, по вот этим линиям мы можем двигать наши элементы. Так, что мы сейчас сделаем? Давайте попробуем. Так, вот здесь лишний код просто убираем. Так, определим какую-нибудь сетку. Допустим, будет 3 ряда, там, по одному FR. Вот они стали. И, допустим, я хочу, чтобы первая ячейка как бы занимала больше места. Да? Помните таблицы, когда мы размечали таблицы, там есть row span, call span, и что-то наподобие есть в гридах. Возьмем, например, первый наш div. Скажем, wrapper. Выбираем непосредственно div и первый элемент через nth child. И скажем, мы берем первый элемент. И какие ему будут стили. Я напишу ему grid column start. И откуда эта линия будет, ячейка будет начинаться. С первой линии. И заканчиваться будет grid column end. End. И будет, например, завершаться в четвертой линии. И как вы видите, элемент занял первую строчку. То есть он начинается с первой линии, вот первая ячейка. Первая линия, вторая линия, третья линия, четвертая линия. То есть мы его растянули. И ему сказали, ты начинаешься с первой линии, заканчиваешься на четвертой линии. И он стал по первой колонке. Можно также еще, если мы не знаем, например, количество колонок, сколько там линий есть, но хотим, чтобы точно так же вот эта первая ячейка, например, занимала всю первую строчку, мы можем вот здесь не считать уже линий, а указать -1. И у нас сетка точно так же займет первый ряд. Также мы можем указывать, откуда линия начинается, например, по рядам. Сейчас мы выстроили только по колоночным рядам, да, по вертикальным линиям. Сейчас мы будем его выстраивать, например, по гридам, по рядам. Так, что еще мы здесь не рассмотрели? Вот здесь еще есть сокращенная запись вот этой записи. Мы сейчас указали в 2 строчки, можно указать одной строчкой. Скажем, grid column. И здесь указываем, вот начинаешься с первого ряда, заканчиваешься последним. Это аналогично вот этому. Точно так же работает. Теперь дальше мы будем указывать, давайте возьмем вторую ячейку. Не первую, а вторую. Вторую ячейку. И ему напишем, например, grid column. Он будет начинаться со второй линии и заканчиваться, например, на четвертой линии. Как мы этого и хотели, гриды, сетка у нас сейчас занимает со второй линии, третья, четвертая линия. Так, теперь попробуем ему же прописать рядам, по рядам. Для этого пишем grid row start, где начинается, например, можем указать там первая линия, grid row end будет, например, третья линия.
И смотрите, мы сейчас поменяли местами наши ячейки. Мы второй ячейке сказали, ты начинаешься по строкам с первой линии и заканчиваешься на третьей линии. И таким образом, получается, мы можем делить и перемещать любые ячейки и указывать, сколько места, сколько они будут занимать. Ну, давайте для более наглядности чуть-чуть по-другому напишем здесь. Точно так же для grid row start и grid row end есть сокращенная запись. Она звучит grid row вот так. Это аналогично вот этому коду. Смотрим, здесь ничего не меняется. Ну, бессмысленно, просто вот так мы сейчас не будем делать. Так, вот это пока удаляем. Смотрим. Так, это тоже пока закомментируем. Вот у нас есть, ну, допустим, первая ячейка у нас header, да? И хотим, например, чтобы вторая ячейка была тоже на второй строке отдельно, да? И занимала там посередине, чтобы она начиналась от второй линии и заканчивалась на третьей линии. Для этого мы ему напишем: начинаешься со второй, заканчиваешься с третьей. Вот он теперь стал, как есть. Могу ему сказать, там, что можно ему написать, чтобы он занимал там побольше места или и так далее, да, то есть вот так можно выстраивать по вертикали. Ну, допустим, мы сейчас его сместили, но пускай он займет еще вниз кое-какие ряды. Grid row. И сейчас посчитаем, где у нас ячейки, линии. Первая линия это поверху, вторая сейчас то, что где стоит ячейка 2, да. Он пускай начинается со второй линии и заканчивается вторая, третья на четвертой. Здесь пишем grid row 2/4. И смотрите, что сейчас произошло. Вот. Ячейка начала занимать сразу две ячейки. Там добавим еще одну, пятую линию. Он становится еще больше. То есть вот так мы можем компоновать любую сетку, чтобы она больше занимала. Сейчас, например, 12-я линия, вот эта 12-я ячейка стала как бы здесь осталось пустое место. Да? Можем сказать ему, чтобы он начинался от второй линии и заканчивался четвертой линией. Возьмем, например, child 12-ю. Grid row начинается со второй, заканчивается на четвертой. Так. Не row, а column. Вот теперь наша 12-я ячейка занимает все пустое пространство. Вот так мы можем, получается, менять места, двигать и так далее нашу сетку. То есть любая сетка можно выстроить вот таким образом. Так, теперь посмотрим выравнивание ячеек. Во флексах были, помните, там justify content, align items и так далее. И что-то наподобие тоже есть в гридах. Для этого определим, например, четырехколоночную структуру там, по 200 пикселей. Вот наша ячейка. Добавим больше контента, например, в какую-нибудь ячейку. Там возьмем, например, какую? Ну, любую возьмем. Смотрим, у нас колонки сейчас выстраиваются, да? То есть они тянутся. Высоту мы им не указали, контента столько, что они уже начинают расти по
поверху, и вот эти элементы, они тоже как бы занимают столько высоты, сколько, как самая высокая колонка, да? И этим можно управлять. Для этого отвечает у нас свойство justify items. Пишем justify items. И у него есть несколько значений. Первое значение stretch, оно стоит по умолчанию. То есть как она сейчас работает в браузере, это и есть stretch. Какие еще значения могут быть у justify? У justify может быть значение start. Пишем start, смотрим, и сейчас justify, получается, отвечает за горизонтальное выравнивание. И элементы сейчас не выстраиваются уже как по полной колонке, а только по началу. Да? У нас ряды начинаются и по началу. И сколько контента сюда влезает, столько они место занимают. Может быть еще и end, то тогда колонки начинают выстраиваться с конца строки. И будут занимать столько места, сколько у них контента. Либо мы можем выстраивать в рядах через центр. Это когда в колонках они выстраиваются по центру. Видите? Все элементы выстроились по центру. Теперь как выстраивать элементы по вертикали. Для вертикали у нас есть align items. Align items. И здесь тоже такие же значения. Stretch – это поведение по умолчанию, когда они вот так по вертикали тянутся. Либо может быть start. И элементы начинают выстраиваться по верхнему краю. Давайте вот здесь чуть-чуть уберем текста. Так, еще много. Так. Вот. Вот они выстраиваются по верхнему краю. Видите, они уже перестали тянуться на весь самую высокую колонку. Также есть end. Это когда они выстраиваются по нижнему краю рядов. И есть center. Это выравнивание относительно друг от друга по центру. Так, мы можем отдельно управлять какими-то элементами и их выстраивать по-другому. Допустим, мы сейчас сделаем что? Мы для всей сетки зададим justify items center и align items center. И все они выстраиваются по центру. Так, вот так. Они выстраиваются по центру. И хотим, например, взять, например, третью колонку или любую другую колонку и выровнять его отдельно каким-то другим способом. Там для этого в wrapper скажем div child. И хотим взять, например, третью колонку, да? И применить к нему отдельные выравнивания. Для этого есть у нас justify self. Это когда мы выравниваем по горизонтали, по рядам. И ему можем сказать у нас start. Вот третья колонка, мы ему сказали, ты начинаешься с начала ряда, и он сместился. Также ему мы можем задавать align self. Align self, скажем, например, end. И он станет по нижнему краю элемента. Вот так мы можем отдельно внутренние элементы и сетки брать и выстраивать их, выравнивать по-другому. Так, теперь что у нас еще осталось посмотреть? Так, у нас осталось посмотреть сокращенную запись grid template columns и grid template rows.
Как мы определяли колонку? Писали grid template columns, там 200 пикселей, 200 пикселей, или пользуемся репитами, да? Там, такая у нас будет колонки. Grid template rows. Допустим, у нас будут 100 пикселей. 100 пикселей. 100 пикселей. Вот мы обычным способом описали нашу сетку. Grid gap еще добавим. И как его можно сократить? Мы можем вот эту запись, двухстрочную запись, можем сократить вот таким способом. Grid template. И здесь указываем сперва ряды, там 100 пикселей, 100 пикселей, 100 пикселей. Вот у нас есть 3 ряда. И дальше у нас есть 4 колонки по 200 пикселей. Вот так она работает, ничего не поменялось. Это можем даже закомментировать. Все прекрасно работает. Также вот здесь можно использовать repeat. Repeat 3 раза повторяется у нас по 100 пикселей. А здесь у нас 4 раза повторяется по 200 пикселей. То есть аналогичная запись, только у нас теперь код стал чуть короче. Так, теперь попробуем сейчас создать с помощью гридов вот такую схему. Ну, обычная схема сайта. Header, где есть боковая панель, там, main области, footer. Как его будем создавать? Так, сделаем в разметке, вот это все удаляем. У нас должен быть обязательно какой-то родитель. Пускай wrapper сейчас у нас остается. Обычно что у нас есть в хедере? Тег header есть, да? Дальше что у нас есть? Там, например, aside для боковой панели. Sidebar. Так, у нас есть тег main, где у нас есть основной контент. И у нас есть footer. Так, напишем кое-какие стили чисто для наглядности. Там, скажем, header, aside, main, footer. Добавим паддинги. Background color сделаем, например, также фуксия. Что у нас? Белый цвет. Так, этот Copilot, давайте его выключим. Так, color, font size. И text align center. Вот они выстроились. Так, по вот этой колонке. Сейчас мы его удаляем. Сейчас определяем display grid и просто прописали паддинги. У нас колонок нет. Как мы теперь будем определять колонки? Мы скажем, пускай колонки будут у нас grid template columns. Хочу, например, 2 колонки. 200 пикселей и 1 FR.
То есть, как у нас сейчас grid должен быть. Так, вот у нас две колонки, видите, да? Первая колонка, вторая колонка. Сайдбару сейчас мы просто жестко зафиксировали высоту, ширину 200 пикселей и 1 FR. И как вы видите, все отлично стало. Так, дальше что мы делаем? Определяем ряды. Скажем, grid template rows. Первый ряд, например, header будет там, 100 пикселей, потом 1 FR, и footer тоже будет 100 пикселей. Вот они есть. Теперь вот структуру, вот эту, которая у нас есть, мы можем описывать grid areas, так называемые grid области. Мы можем давать каким-то колонкам название области и потом их определять. И давайте сейчас определим вот эти области. Сперва зададим хедеру название, да, области. Это будет grid area. Это будет у нас header. Этот же код у нас будет повторяться для aside. Aside будет у нас grid area aside. У нас есть дальше main. Main зададим grid области, она будет main. И осталось footer. Footer, он будет grid area footer. То есть мы каким-то областям просто задаем свои собственные имена. В данном случае, чтобы просто не ошибаться, я задал вот такие имена. И теперь вот здесь я определил, получается, grid template rows, да? Rows и columns. И как мне их теперь я могу их выстраивать? Я их могу выстраивать, вот этой grid области, через вот такое значение. Grid template rows, не rows, а areas. Areas. И здесь уже начну указывать вот эти колонки. Я же определил две колонки. И первая строчка у меня будет отвечать за вот эту первую строчку или первый ряд. Что будет в первом ряду, я просто в кавычках буду указывать именно область. Header, скажу header. Вот header занял первую колонку. Дальше у меня есть следующая строчка. В следующей строчке у меня левую колонку занимает aside, да? И занимает main. А потом у нас есть третий ряд, где тоже вот aside тянется, но половину занимает footer. То есть это grid, получается, такой некий визуальный подход, да, построения сеток, где мы говорим, вот у нас две колонки, три ряда, мы их прописываем вот в таком порядке. Первую колонку header, вторую колонку тоже как бы занимает header, да, header у нас тянется на всю ширину. Так, только у нас что-то поехало. Футерға да жазылып қалды. Футер. Ну, Да, вот футер. То есть вот так мы описали, и мы получаем точно такую же структуру, которую мы хотели в этой сетке. Header занимает две колонки, sidebar слева, main и footer. И этот паттерн повторяется вот в grid областях. Видите? Если я здесь укажу только одно значение, скажу header, и посмотрим в браузере, видите, все поехало. Мы должны указывать именно по колонкам. Здесь могу поставить дефис. Видите, header ушел куда-то. Поэтому вторая колонка у нас тоже пустая, и поэтому мы должны тоже говорить, что это header место. Вот здесь и сайт, main, footer и так далее. И вот таким образом мы выстраиваем нашу
сетку. Так, что еще у нас осталось? Так, ну, вроде все. Так, если есть вопросы, пишите в чат. Так, пока я прокомментирую домашнее задание. Что вам нужно сделать? Вам нужно сделать вот такую сетку. Именно с гридами. Гриды, header, footer, sidebar. Так, еще у вас будет домашнее задание. Это первое, прочитать главу книги. И второе задание, вам нужно сделать вот такую галерею. Сетку галереи, где будут вот такие ячейки вот так выстраиваться. Так. Я хотел еще доверстать вот Cloud бюджет. Боюсь, у нас просто места, времени не хватит. Мы на следующем уроке просто завершим полностью этот Cloud бюджет и потом уже посмотрим. Да, дальше уже будем двигаться. Хорошо? Так, пока у нас в чате пусто. У кого есть вопросы по гридам? Коды уже есть в Notion, получается. Все, что я сегодня написал, они есть. Bir gridтин алдына текст кантип жазат? Сурооңузга түшүнгөн жокмун, Гүлзат. Для галереи фотки где брать? Берите откуда? С любого ресурса, ребят. Один FR сколько пиксель будет? Один FR это получается относительная единица. То есть если вы скажете, например, врапперу родителю 200 пикселей и внутри распределите 1 FR 3 ряда, да, по 3 FR 3 колонки, то расчет возьмется из вот этого размера. 200 пикселей поделится на 3, и каждому будет отдана одна часть. То есть, что такое вообще фракция или дроби, да? Аналогично для дроби. Как бы можно считать это дроби. Вы написали от 50 пикселей до 1 FR. То есть я могу управлять, комбинировать пиксели и фракции. Я могу, например, сказать какой-то колонке, минимум ты будешь 50 пикселей, но если вместо хватит, будешь 1 FR. И тогда вот колонка будет уже гибкой, да? Так. Что еще могу сказать? Гриды очень важно знать, ребята. Они очень классно подходят именно для построения вот этих сеток. Флексы тоже хорошие, но у флексов есть тоже. Видели же, да, какие у них есть проблемы. Если не забыл, например, включить флекс в раб, то они не будут переноситься, да, и так далее. Гриды описаны в книге. По-моему, нет, гридов нету. Гриды, получается, это относительно такая новая технология. Как новая? Ну, гриды появились, по-моему, уже где-то лет 5. Долгое время его браузеры не поддерживали, только вот передовые только браузеры поддерживали. Но сейчас поддержка уже хорошая. Гридами уже начали верстать сайты. Если мы посмотрим Can I Use и напишем здесь grid, забыть про Flex нельзя. Флексы тоже решают кое-какие задачи. Гриды больше именно для больших сеток, для каких-то замудренных сеток, они хорошо подходят. Так, вот как бы поддержка гридов. Internet Explorer, начиная с 11 версии, поддерживает Edge
с 91 версии. То есть актуальные версии сейчас, они все поддерживаются. Только Opera Mini не поддерживает, и какие-то вот эти Baidu, и какие-то редкие браузеры не поддерживают. Internet Explorer 6 по 9 они никак не знают, что такое Grid. Safari старые версии тоже не знают. Ну вот более такие актуальные, хорошие браузеры, они их поддерживают прекрасно. Но это просто значение grid. Есть, например, у нас grid template column, да? Grid template column. Можем посмотреть именно по этому свойству, что поддерживает. Ну, практически одно и то же. Можем посмотреть, например, grid gap, как поддерживается. И здесь видим уже Internet Explorer 11, например, не поддерживает свойство GridGap. То есть сокращенно мы не можем указывать свойства GridGap для Internet Explorer. Если у нас стоит задача поддержки IE11, там Grid Column Gap был у нас. Смотрим его и видим, что оно не поддерживается. Видите? Explorer, конечно, тот еще и шаг, но надо учитывать. С гридами некоторые, например, поддерживают только с какими-то префиксами. Это тоже вот здесь все смотрится, учитывается и потом решается. Сетка будет строиться на гридах, либо на флексах. Так, вопросов. Ошол агай рахмат. Так, запись. Аябай сонун кызыктуу сабак.